Пусть Аллах покарает вас всех. Поехали. Шеф приказал приехать на микроавтобусе, но у него проколота шина, Абдульхей. Что мы будем делать? Поменяем шины. Эти дыры надо замазать, или ты хочешь привлечь к себе внимание? Архан, благодари Бога, что ты остался жив. Абдульхей, когда мы родились, нас заворачивали не в пеленку, а в саван. Разве мы должны бояться смерти? Даже если мы умрем, хотелось бы, чтобы Аллах даровал нам достойную смерть. Госпожа, вы будете ждать или что-то закажете? Я подожду. Хорошо, госпожа. Возникли какие-то проблемы? Нет, просто не могу получить известия от них. Здравствуй, Невзат. Смотри на меня.
У меня нет времени. Или ты скажешь, кто твой хозяин, или я тебя приведу в такое состояние, что ты не сможешь произнести свое имя. Мой хозяин убьет тебя. Говори, кто твой хозяин. Кто твой хозяин? Добро пожаловать, господин. Ахуханым пришла? Пришла, господин, прошу вас. Слушаю тебя, Мимати. Хорошо, Мимати. Отправьте людей на скорой помощи в дом их хозяев. Вот стол Ахуханым, господин. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы знакомы с вами? Да, знакомы. Я тот человек, которого вы недавно собирались убить. Не понял вас. Елчин Булут. Если ты еще раз будешь болтаться у меня под ногами, я тебе детально все объясню. Извините, что побеспокоил. Если будет непонятно, я поясню. Я опоздал? Нет. Как твои дела? Спасибо. Хорошо. Вы знаете Давуда Татараглу? Недавно познакомились. Что будем заказывать? Не знаю. А что вы любите? Я сразу не скажу вам, что я люблю и предпочитаю. Вы опять начинаете? Я еще ничего не сказал. Булут, ты знаешь, что я из-за тебя услышал слова с угрозами в свой адрес? Давудбей, в самое короткое время я исправлю свою ошибку. Прошу прощения. Послушай меня, Булут, не смей больше просить у меня прощения. Кто-то нас предал. Он не смог бы выйти из нашей засады, если бы у него не было какой-либо информации. Об этом знали только мы втроем. Кто мог нас предать? Этого вместе с другими оставьте перед дверьми Елчина Булута. Я не знаю, кто мог нас предать, но я узнаю об этом. Кто-то из наших людей, или в офисе установлена прослушка. Каждый месяц мы предпринимаем меры против прослушивания нашего офиса. Значит, поменяй всю команду, которая занимается защитой информации. Что-нибудь еще желаете? Спасибо. Я вас слушаю. Я подумала над вашим предложением. Ну, если, конечно, вы до сих пор желаете купить мой дом. Какую цену вы просите за ваш дом? Я не знаю, сколько он стоит на данный момент, но если вы желаете открыто говорить об этом... Достаточно ли 50 миллионов долларов? Да. Договорились. Завтра мы предоставим вам эту сумму. И это все? А что вы хотели? Обычный двухэтажный дом? Ну, не знаю. Разве вы не торгуетесь, когда что-либо покупаете? Я не торгуюсь ни с кем. Господин, вас ждет Ахмед Сайман. Пришел Ахмед Сайман. Вот как?
Добрый вечер, господин. Все в порядке, Ахмед? У тебя какие-то проблемы? Джалалбей, у меня большие проблемы, не знаю, как вам объяснить. Тогда я тебе объясню. Все акции, которые ты собирал на наше имя, ты передал Полату Алимдару. Какое он имеет к ним отношение? Не знаю, господин. Пришел и насильно забрал все акции холдинга Тарос. Я слышала о вас очень много. Чем вы занимаетесь? Ты умеешь хранить тайны? Какую, например? Я только спросила о вашей работе. Я лишь спросил о твоем умении хранить тайну. Да, я умею. Если их надо хранить, я их сохраню. Не знаю, что сказать. У меня первый раз в жизни спрашивают о моей работе. Я могу спросить вас о том, как вы зарабатываете деньги? Я никогда не нуждался в деньгах, поэтому не знаю, что вам ответить. Тогда получается все, что о вас говорят, правда? Вы из мафии. Я из мафии? Хорошо. Ладно. Я сейчас сообщу дяде. Оказывается, кого-то заинтересовали доходы больниц Тароса. Что это значит? Чтобы преодолеть эти трудности, они выбрали этот путь. Об этом сообщил их адвокат, поблагодарив нас за наше предложение. Оказывается, есть кто-то, кто хочет сделать пожертвование, ему переданы все полномочия. И кто же этот человек? Тунджай Кантарджи. Кто это? Человек Полата Алимдара. А что такое мафия? Мафия – это те люди, которые зарабатывают деньги незаконным путем. Оглянись. Здесь есть те, кто заработал деньги законным путем? Я не знаю про это. Но здесь нет людей, которые насильно взимают деньги у кого-то, убивают людей, замешаны в грязных делах. Ты права. Здесь нет людей, которые совершили эти преступления, но работа мафии не заключается только в этом. Мафия, которую ты знаешь, это подрядчики. Они совершают преступления и берут свои комиссионные. Когда настает время, они получают свои наказания и исчезают. Ты когда-либо слышала об отце мафии, который показывал свою мощь в течение 2 поколений? Нет. Значит, то, что ты говоришь, нельзя назвать мафией. Тогда что вы подразумеваете под словом «мафия»? Дядя, вам звонил Эрол, финансист из компании Тарос. Отец отправлял им деньги. Они не нуждаются в них, они передали, что преодолели финансовые трудности и благодарят нас. Они не понимают, что это значит? Они узнают нас, Фикритбей. Мы их научим. Я называю мафией тех людей, которые получают свои проценты от войн, установления мира, болезней, кризисов, стабильности. Если ты называешь мафией торговца оружием, который продает оружие, купленное в другом месте, то я говорю, что мафия — это люди, которые производят оружие ради войн и военных конфликтов. Например, возьмем семью Хазарбеглы. После распада Советского Союза в регионе Среднего Востока и Африки в мире было продано оружие на сумму $30 миллиардов. Основа капитала Хазарбеглы состоит из некоторой части этих денег. Прибыль от войн получают 2 отрасли. Одна отрасль, которая занимается продажей оружием, а вторая отрасль – это здравоохранение. Наша страна превратилась в производителя медицинских материалов, а также в страну с большим маржевым показателем. Возьмем, к примеру, семью Качгар. По-моему, это отцы мафии.
Например, какой-нибудь материал, который можно производить в одном месте, они завозят из 10 стран. Хорошо, и что они получают взамен? Взамен они получают использованные или неиспользованные и не прошедшие испытания материалы. Вот тебе пример, как можно незаконно заработать на жизни людей. Вот они. Это стерильно чистая мафия в белом одеянии. В преддверии, когда Турция каждый раз вступает в кризис, определенная сумма денег в этом государстве уходит за пределы страны. В результате чего сколько миллионов людей остается без работы, сколько фабрик и заводов закрывается. Каждый товар стоимостью 5 лир падает в цене до 3 курушев. После возникают эти призрачные деньги. Потом обратно собирают товар стоимостью 3 куруша, обратно надувают деньги, и как только все стабилизируется, товар, купленный за 3 куруша, доходит до 10 лир. Имя этих призраков — семья Караджадак. Тоже мафия. Вот как. Строительные компании этого государства всегда находятся в кризисе. К тому же они первыми ощущают этот кризис. Больше половины строительных компаний после этого кризиса банкротятся. Но после каждого кризиса какая-нибудь компания укрепляет свое положение в делах строительства. Если где-то идет война, они ведут строительные работы. Если Россия приходит в упадок, их строительные работы ведут эти строительные компании. То же происходит в Боснии, Афганистане, Кувейте. Сейчас они работают в Северном Ираке. Могут ли у них возникнуть проблемы во время строительства? Нет. Потому что в Северном Ираке есть нефть, оружие и наркотики. Дадут деньги в долг, а потом вместо них взамен получают что-нибудь другое. И кто же этим занимается? Семья Татароглы. Милая моя, приятного аппетита. Спасибо. Как видишь, не надо впадать в отчаяние. Я расстроен. В таком молодом возрасте ты можешь быстро увянуть. Но теперь все позади. Ты теперь с нами. Возможно, я должен выразить свою благодарность господину, который заново привел к нам в общество такую красавицу. Меня зовут Фуат Татароглы. Полат Алимдар. Как твоя жена? Сейчас между нами все кончено. Пошла делать операцию на нос. Я ей сказал, что ее нос и так неплохо выглядит, но она не послушалась и ушла. Ну-ка, дай посмотрю на твой носик. Смотри, какой он у тебя красивый. Натуральный нос. У тебя тоже нос ничего. Пока. Пока. Дочка, расскажи все поподробнее. А мы посмотрим, чем можем тебе помочь. Я ничего не знаю. Хотя бы расскажи то, что знаешь. Человек, которому я верила и знала как лидера, хотел убить меня. Кто дал ему такой приказ? Не знаю. Дочка, тебя тоже приказали убить. Если я скажу имя, они меня не оставят в живых. Бог ты мой. Как будто я тебя привел из другого места, а не оттуда, где тебя собирались убить. Его зовут Рыза. Рыза Дерели. Кто этот Дерели? Он занимается финансами. Рыза ведет такие дела, как подделка удостоверений, паспортов, похищение людей, установление внешних связей. Хорошо. Где этот Рыза бывает? Он сейчас в Стамбуле? В Турции?
Я не знаю, где он проводит время. Знаю, что он в Стамбуле. Это он вовлел Махмута в это дело. Я его видела только один раз. Как мы найдем этого Рыза? У меня есть его номер телефона. Если я ему позвоню, не думаю, что он не ответит. Он же хочет убить меня. Вот поэтому он ответит. Рен, найди этого мастера компьютерных дел. Пусть он проследит за нашим телефоном. Поищем этого Рыза, посмотрим, найдем ли мы какой-нибудь адрес. Слышишь? Да, конечно, хорошо, дядя. Звони, дочка. Хорошо. Допустим, то, что вы говорите, правильно. Тогда почему эти люди находятся здесь, а не в тюрьме? У меня был друг, у которого было свое казино. Как-то я у него спросил, как у него обстоят дела. Он мне ответил, что он все свои деньги проигрывает в казино. Это не связано с отдельными лицами. Это система. Если международная система оправдывает деньги, то они могут оправдать и их темные дела. Тогда кто ты? Я тебя не знаю. А людей, которых ты перечислил, я знаю с рождения. Откровенно говоря, мне стало страшно. Не бойся того, кого не знаешь. Бойся того, кого плохо знаешь. С твоего позволения, я сейчас приду. Хочешь попробовать? Мой нос. Нос. Извини меня. Вы сломали мне нос. Ты его починишь, Фуат. Ничего страшного. Вы знаете, что вы сделали? Вы мне за это ответите. Парень, у тебя есть мелочь? Да, господин? Спасибо. Подожди меня снаружи. Да, конечно. Послушай меня. В следующий раз, когда ты будешь трогать нос человека, который сидит за моим столом, тебе следует спросить разрешения у меня. А если это будет женщина, тогда тебе запрещается даже думать об этом. Иначе ты не расплатишься. Понял? Спасибо, господин. Тебе спасибо. Что было, то было, Ахмед. Не расстраивайся. Передай все дела Бедре, а сам отдохни.
Когда выйдешь на работу, мы поговорим о дальнейших наших действиях. Простите меня, Джалалбей, я не хотел этого. Я возмещу весь ущерб в короткое время. У меня нет никаких сомнений. С вашего позволения, извините, что потревожил вас. Я сейчас подойду. Он плохо выглядит. Смотри, Бедри, чтобы он не покончил жизнь самоубийством. У меня есть к тебе предложение. Я слушаю тебя. Поучаствуем вместе в этих торгах как партнеры. Мне кажется, что мы не сможем принять участие в этих торгах. Нет, вы сможете принять участие. В такие трудные дни для нас это невозможно. Вот поэтому я и предлагаю сотрудничество. Мы примем участие от имени твоей компании, и если мы выиграем, я отдам вам все деньги. Сначала ты приобретешь мой дом, а потом мою компанию? Нет. Моя цель — участие в торгах. Я ищу хорошего партнера, поверь мне. Ты не найдешь лучшего партнера, чем я. Во всяком случае, здесь. Что с твоим носом? Ничего, отец. Этот человек сломал мне нос. Кто? Тот человек, который сидит рядом с Аху. Какие у тебя с ним дела? Он, как увидел наши близкие отношения с Аху, сразу приревновал. Или ты подкупаешь, или поглощаешь, или договариваешься. Ты упустил свою возможность. В этот раз Йылдыз пойдет с ним договариваться. Извините. Добрый вечер. Слушаю вас. Могу ли я с вами встретиться? Я буду в офисе, вы можете приехать туда. Я хотел бы выпить с вами чашку кофе. Хорошо. Спасибо. Доброй ночи. Это он звонит? Давай-ка поговори с ним. Алло. Реза, нам надо встретиться. Где ты, Сильви? Меня собирались убить, и я сбежала. Скажи, где ты сейчас находишься. Ребята приедут. Я не верю никому. Я встречусь только с тобой. Почему я должен тебе верить? Если ты не встретишься со мной, я завтра пойду и расскажу обо всем. Погоди. Возможно, я встречусь с ним. Какое место мне выбрать для встречи? Пусть это будет какая-нибудь площадь. Возможно, я встречусь с ним. Какое место мне выбрать для встречи? Пусть это будет какая-нибудь площадь. Где ты была, Аху? Я ужинала. Что-то случилось? Нет. Я просто была обеспокоена твоим отсутствием. Я продала дом. Кому? Пулату Алимдару. Ты с ним ужинала? Да. А твой дядя знает об этом? Я думаю, ты передашь ему эту новость.
Прошу, возьми. Спасибо. Сынок, Спасибо. и кто же заставил тебя так улыбнуться? Никто. Тебя надо опасаться. Мама, что я такого сделал? Ничего. Отец, ты в жизни чего-нибудь боялся? Я боялся, что мои глаза очаруются соблазнами этого мира. Но, отец, чего ты боялся, если твои глаза не поддавались соблазнам? Да, но ведь ты можешь возгордиться от собственной праведности. Как человек может защититься от этого? Однажды пророк Сулейман сел в свой ковер-самолет и решил попутешествовать над своим государством. Он удивился той красоте, которую увидел своими глазами, и был очарован тем, чем он владеет. В этот момент ковер начал наклоняться. Сулейман, увидев это, приказал выпрямиться ковру. Ковер еще больше наклонился. Тогда Сулейман сказал: «Эй, ковер, сам султан вселенной приказывает тебе выпрямиться». Но ковер еще больше наклонился, и Сулейман упал на землю. Тогда Сулейман спросил у ковра: «Эй, ковер, что ты делаешь? Я приказываю тебе выпрямиться». Тогда ковер ему ответил: «В действительности не я, а ты должен выпрямиться, потому что вещи, которыми ты очарован, были сотворены не тобой, а Аллахом. Пока ты не возгордишься своей силой, роскошью, существованием, ничего не ослепит и не очарует твои глаза. Если твои глаза ослеплены чем-либо, не надо стараться выпрямить ковер, надо выпрямиться самому». Отец, ты хочешь сказать, чтобы я выпрямился? Что здесь происходит? Мы попали в засаду, господин. Я все подписал, Бедребей. Нам надо написать еще одну записку. Не понял? Возьми бумагу и пиши, что я скажу. Я Ахмед Сайман, владелец имуществом фирмы Сайман. Вчера люди Полата Алимдара совершили налет на мой офис. Зачем мы это пишем? Чтобы себя защитить, Ахмед. Они угрожали мне и насильно заставили меня передать документы по акциям. Но они оплатили эти акции. Мы не будем обращаться в суд. Ахмед, пиши, что я говорю. В результате этого я потерял все, включая стабильность работы в торговле. Поэтому у меня нет каких-либо оснований для дальнейшего существования. Пиши.
Я хочу увидеться с Джалалбеем. Ты напиши, а потом увидишься с кем захочешь. Разве такой будет ответ Джалалбея на мое многолетнее служение ему? Джалалбей никому не причиняет вреда. Все приносят вред самим себе. Пиши и поставь подпись. Давай. Распишись. Я бы не хотел, чтобы эта девушка оказалась под угрозой. Тогда как нам поступить, Жан-Полат? Не знаю, дядя. Можем мы выполнить это дело, шеф? Завтра тебе с Абдульхеем надо выполнить другое дело. Пусть дядя и Ирхан займутся этим. Возьмите столько людей, сколько вам понадобится. Хорошо. Все же, Жан-Полат, девушка будет находиться под угрозой. Дядя, мы наденем на нее пуленепробиваемый жилет, придумаем что-нибудь. На остальное воля Аллаха. Шеф, что мы сделали такое этому Елчину Булуту, чтобы он устраивал нам засаду? Значит, мы наступили кому-то на больное место, Мимати. Они убили отца этой девушки? Это еще пока неизвестно. Если Хало найдет Рыза, тогда мы узнаем имя заказчика. Дай-то Бог. Шеф, а не проще ли будет, если Абдуль узнает у своего человека о местонахождении Рыза? Так же, как он заранее узнал о месте засады. Я спросил Альпера, он не знает. Хорошо, шеф. Тогда кто предал семью Татароглы? У меня пока нет ответов на все твои вопросы, Мимати. Что ты сказал обо мне этим людям? Шеф, я ничего не сказал. Они и так все знали. Тогда почему они тебя допрашивали? Не знаю, шеф. Я своим людям объясняю только один раз. И ты должен понять это. Если ты не будешь выполнять эти правила, ты заденешь мое самолюбие. В таком случае я буду думать, что ты все мои слова пропускаешь мимо ушей. А раз мое слово для тебя ничего не значит, значит, пуля в твоей голове тоже ничего не будет значить для меня. Я многие годы слежу за вами. Я немало знаю о вас. То есть, кто вы, чем занимаетесь, какие цели преследуете в своей работе. В этой жизни я в людях ценю ум. Как мне известно, вы очень умный человек. Для того, чтобы мы пришли к какому-нибудь компромиссу и показали свои благие намерения, мы хотим преподнести вам этот подарок. В этой жизни я не люблю, когда меня попусту хвалят и недооценивают мой ум. Совершая шантаж, вы говорите, что хотели бы прийти к компромиссу. И это вы называете хорошими намерениями? У каждого соглашения есть своя цена. Тогда давайте это соглашение будет на взаимовыгодных условиях.
Кто приказал устроить засаду против Полат Алимдара? Ялчин Булут. Оригиналы хранятся у вас? Как и фотографии. Что вам надо от нас? Чтоб вы были здоровы. Это все, что нашли. Спасибо. Ты можешь идти. Я требую полный подробный список людей, включая уборщиц, посетителей и сотрудников охраны, входивших и выходивших из этого здания. Хорошо, шеф. Поехали. Теперь мы можем прослушать комнату Давута Татараглы. Непременно сообщайте мне о всех деталях разговора, затрагивающих торги. Они клюнули на наживку? Да, клюнули. Они поверили бы мне, даже если бы я их положил на стол. К тому же несложно было их установить. Хорошо, посмотрим. Сейчас куда? У нас есть дела. Шеф, мы сможем принять участие в этих торгах? Сможем. Этот вопрос мы уже решили. Главное, чтобы Эрол с Угайром не сбежали. Вы зайдете вместе с ними. Шеф, торги — это же оживленное место. Может, нам не стоит показываться перед камерами? Абдульхей, ты так легко уходил от пуль, что теперь не можешь уйти от камер? Шеф, если на торгах люди предложат более высокую цену, чем наша, тогда я разнесу это место. Ни в коем случае, Мимати.
Ни в коем случае. Эррол, как вы посмели без моего ведома вернуть чек Кудретбею? Господин, мы нашли кредит за границей, поэтому у нас не было нужды в этом чеке. К тому же я вернул чек, выразив свою благодарность. Эррол, ты сошел с ума. Разве ты не знаешь, чем это может обернуться для нас? Знаю, господин. Я вернул его только ради того, чтобы они знали о нормализации нашего кредитного портфеля. Уйгар, как ты без моего ведома передал третьему лицу полномочия по распоряжению доходами? Сельчукбей, я подумал, что лучше будет передать, чем продать больницу. Послушайте меня. Вы работаете на меня, вы находитесь под моим распоряжением. Я до сих пор являюсь главой этой компании. Господин, я огорчу вас, но большинство акций принадлежат другому человеку. Я владею одинаковым количеством акций с Аху, и у меня нет разногласий с моей племянницей. Господин, я не имел в виду Ахуханым. Ахмед Сайман собрал все акции и продал их Полату Алимдару. Дядя, мы можем с тобой поговорить с глазу на глаз? Что ты делаешь, брат? Одну секунду. Кто это? Давуд Татараглы. Разве мы можем их прослушивать? Качгары снимаются с 300, Караджадаги попробуют до 350, Хазарбей и Аглы будут сниматься с торгов на цифре 400. Если на торгах возникнут непредвиденные обстоятельства, какова наша предельная сумма? Наша предельная цифра 500, Елдыс. Вы уверены, что семья Тарос не примет участие в торгах? Возможно, господин. Болут сказал, что они не примут участие, но они имеют право принять участие. Остальное дело должен решить Булут. Я не знала, что мы получили кредит. Я узнала о получении кредита и передаче контроля доходов больниц третьему лицу сегодня утром. Дочка, а почему я должен узнавать о продаже твоего дома от своей жены? Но, дядя, я тебя предупреждала о продаже дома. Что ты теперь собираешься делать? Твой дом купил Полат Алимдар, твои акции приобрел Полат Алимдар, ему осталось взять тебя в жены. Не все так, как ты думаешь, дядя. Я спрошу у него относительно приобретения акции. Я об этом тоже не знала. Кстати, мы договорились принять участие в торгах. Если мы выиграем торги, Полат вложит свои деньги в это дело. Аху, дочка, когда мы заполучили договор по торгам, мы потеряли твоего отца. Ты знаешь, что нас ждет, если мы примем участие в торгах? Ты не знаешь, кто эти люди. Я хочу уйти от этого с меньшими для нас потерями, а ты в это время еще больше препятствуешь мне решить эту проблему. Дядя, нам больше нечего терять. Все равно я не хочу, чтобы ты участвовала в этих торгах. Не хочу. К тому же нас не примут туда. То есть торги выиграют те, кто имеет в наличии половину стоимости этих участков? Скорее всего, что так. Спасибо, Тамир, ты можешь идти. Может ли Ахуханым знать о нашей встрече с Полатом Алимдаром? Откуда она может знать? Тогда почему она приняла все это спокойно?
А вдруг она сама предложила? Об этом Сельчук-бей точно не знает, но... Друзья, будьте готовы принять участие в этих торгах. На днях я скажу свое окончательное решение. Слушаю. Свободен. У тебя возникли вопросы? За тобой отправить машину? Если жилет жмет, я ослаблю его. Нет, не надо. Рен, если надо подтянуть, подтяни. Я в жизни не надену этот жилет. У меня на металл аллергия. А как ты носишь оружие? Не взад бей. Этот материал передан мне на хранение. Подождите вы. Нам надо сосредоточиться. Ты будешь сидеть на скамейке. Как увидишь его, подашь нам сигнал. А сама останешься на своем месте. Остальное мы сами уладим. Невзад будет продавцом бубликов. Дядя, я не буду продавать бублики. Какой из тебя чистильщик обуви? Было бы хорошо, дядя, если бы Невзад был бы в роли чистильщика обуви. Как раз я смог покрасить и почистить свою обувь. Эрхан, я не буду чистить ничью обувь. Дядя, я буду продавать бублики. Хорошо. Эрен будет продавцом бубликов. Тогда Невзад будет продавцом шаров. А что, дядя, для меня не осталось другой роли? Дядя, я придумал Невзаду новую профессию. И что это за профессия? Здравствуй. Здравствуй. Все в порядке? Что случилось? Нас могут не принять в участии торгов. Кто это сказал? Дядя. Мы примем участие. Он боится, что с нами может что-то случиться. А ты? Не боишься? Мне нечего терять. Вот теперь мне стало страшно. Ахо, ты хочешь выиграть эти торги? Да, я очень хочу выиграть. Ты уверена в этом? Да. Это будет местью за моего отца. Почему ты считаешь, что это будет местью? Его убили из этих торгов, не так ли? Эх, Эрхан, опять все сделал свое. Обычно все тянется к земле, а они стремятся в небо. Удивительно. Ну надо же. Продаю шары. Шары. Дядя, а сколько стоит? Держи и иди отсюда. Спасибо. Невзад, не груби клиентам, ты привлекаешь к себе внимание. Если надо будет, бери деньги. Следи за своей работой, Эрхан. Не мешай мне концентрироваться. Продаю шары. Рен, как обстоят дела? Все в норме, брат.
Эрхан, не будоражь окружение. Следи за тем, что происходит вокруг. Хорошо? Хорошо. Сильви, все на месте. Как увидишь его, дай нам сигнал. Мы должны поймать его как можно быстрее. Хорошо. О, Абдульбей, ты как представитель светского общества находишься там, а мы до сих пор занимаемся этой черной работой. Никак не можем стать правой рукой шефа. Главное, не спешите, будьте внимательны. Остальное предоставьте мне. Это же представители семьи Тарос, не так ли? Да, это они. Если бы они приняли участие, то Оху пришла бы. Ты разузнай там. Не надо. Вы проходите внутрь, остальное я сам решу. Прошу вас. Я вас задержу на минуту. Извините. Хотел с вами поговорить. Добрый день. Добрый день. Наших представителей так много, как будто мы уверены в своем выигрыше торгов. Посмотри, из других семей только по одному представителю. Мы так хотели этого, и мы выиграем эти торги, Инджи. Чего вы от нас хотите, Елчинбей? Где ваш босс? Мы примем участие в торгах. Вы не примете участие в торгах. Если бы вы приняли участие в торгах, пришел бы ваш босс. Она возложила эти обязанности на нас, Елчинбей. У нас и так мало шансов выиграть. Мы предложим свою цену и уйдем. Нет. Я выйду отсюда. А вы должны подумать и спросить себя, надо ли принимать участие в этих торгах и быть убитыми. Вы скажете своему боссу, что приняли участие, а сами уйдете отсюда. Вы поняли меня? Может, мы все-таки примем участие? У нас все равно нет никаких шансов. Ты, видимо, не понял. Я же вам говорю, вам нечего там делать. Там сидят 4 семьи. 5-й семьи там не будет. Мы подумаем над вашим предложением, Елчинбей. Рол, я очень люблю умных людей. Они долго живут. Ваша синяя папка. Спасибо. Ваша белая папка. Спасибо. Возможно, в белой папке есть документы относительно деятельности больницы. Я хотел бы быть нужным. Вы очень тонкая натура, Хюснюбей. Мы будем служить ради нашего народа, насколько это возможно. У меня нет сомнений. Это последняя зеленая папка.
Впервые в жизни я работаю с очень ответственным человеком, и я рад тому, что мне не потребуется уделять свое лишнее время на доработку этих документов. Стараемся, господин. Вы не выходите оттуда. Останьтесь там в туалете. Бояться нечего, все под нашим контролем. Тунджайбей, я заставлю вас немного подождать. Да, конечно, без проблем. Где вы, Мимати? Не знаю, зачем мы влезли в это дело. Я знал, что это плохо кончится. Что вы здесь делаете? Идите в зал. Минуту назад нам угрожали. Мы даем вам шанс. Войдите в зал и напугайте их своим присутствием. Брат, чего мы впутались в это дело? Тебе шеф сказал, чтобы ты разговаривал так-то и так-то. Нет. Тогда попробуй еще раз сказать, Абдульхей. Добро пожаловать. Поскольку присутствуют все участники торгов, разрешите начать наши торги. Продаю шары, шары. Алло, племянник. Там не было сигнала? От него ничего не слышно? Я от скуки съел 2 килограмма донера. Ужасно. Дядя, пока нет никакого сигнала. Возможно, что он уничтожил свой мобильный телефон или оставил его где-нибудь. Со вчерашней ночи из этого мобильного телефона он не звонил. Дядя, на нас нечего надеяться. Вам надо подумать и найти выход из положения. Приятного аппетита. Спасибо, племянник. Одного достаточно. Дай-ка мне минералки. Шары. Продаю шары. Кажется, он приближается. У него на голове кепка и красный галстук. Kırmızı boyun bağlı. Вижу. Сестричка, как выяснишь, что это он, дай знать. Невзад, он идет в твою сторону. Хорошо, Эрхан. Шары! Эрен, не выдавай себя до последней секунды. Если возникнут непредвиденные обстоятельства, приступишь к плану перехват. Я сейчас подойду. Шары! Продаю шары! Шары!
Это он. Шары. Что происходит? Кто стрелял? Ну, извините. Все в порядке. Он сделал свое дело. Эрхан, он от нас сбежал. Рыза Дюрели? Вот и все. 250 миллионов. 250 миллионов от Таро Сеншат. 255 миллионов от Качгар Иншат. 260. 260 миллионов от Карараджак Иншат. 290 миллионов. 290 миллионов от Хазарбеоглы Иншат. 300 миллионов. 300 миллионов от Качгар Иншат. Качгары вышли вперед. Через некоторое время они снимутся с торгов. 310 миллионов. 310 миллионов. Хорошо. Господин, мы снимаемся с торгов. Пас. Да, хорошо. 315 миллионов. Мне кажется, нам следует поднять эту цифру. Конечно, господин, как пожелаете. 320. Почему наши молчат, Абдульхей? 330 миллионов. 350 миллионов. 350 миллионов от Карададжак Иншат. Сейчас будут сниматься Караджадаги. 360 миллионов. Нам надо сниматься. Господин, мы тоже снимаемся. Вы где-то слышали об этих цифрах? Мои предчувствия меня не обманывают. 400 миллионов. 410 миллионов.
420 миллионов. Господин, мы тоже снимаемся. $430 миллионов. 440 миллионов. Нам нужно кое-что обсудить. Я понял, да, конечно. Господин, можем ли мы взять короткий перерыв? На торгах остались две компании, Тарос Иншаат и Татараглу Иншаат. От компании Татараглу Иншаат Ялчин Ялдыс потребовал перерыв. Требование принято. Говори, Йылдыз. Повышай. Посмотрим, насколько они поднимутся. $450. 455. $460. 475. 500. Мы видим цифру 500. Давай, сынок, нажми, и мы возьмем. Брат, ты знаешь, сколько это денег? Мы не можем пойти дальше. Давай откажемся. Я в жизни ни от чего не отказываюсь. Смотри на тароссов. Они перепрыгнули нас. Теперь очередь за Татараглу? $550 миллионов. Нам надо отказываться. Если мы откажемся, то опозоримся. Добавим сверху еще 25. Хорошо. 575 миллионов. Эта цифра поднимется до 600. И на то жизнь. Иногда вам выпадает больше, чем положено. Не делай этого. Мы не сможем оплатить. У Татараглу много денег. Посмотрим, насколько они потянут. Пол Аталимдар сказал, чтобы мы продолжали дальше. 585 миллионов. Твой человек вышел, Абдульхей. Как бы он не умер от сердечного приступа. Главное, чтобы с тобой все было в порядке. С тобой сложно говорить. Эх, если бы сейчас сюда бы Эрхана, он бы приумножил все эти цифры. $595. 600 миллионов. Они давят Татараглу. 605 миллионов. Сколько вы написали? Сколько она должна стоить, столько и написал.
Господин, прошу перерыв. На торгах по-прежнему остались две компании. Представитель компании Тарос Иншаату Игар Казаскероглы потребовал перерыв. Как будто это его деньги, это наши деньги. Повышайте цифру, какой еще перерыв? Перестань, потише, брат, мы находимся в государственном учреждении. Давай, голубчик. Ты что, не видишь? Позвони ему. Все в порядке. Идите дальше. Полат Талимдар, это моя компания. Ты мне не скажешь установленную сумму? А деньги мои? Смотри и учись. 1 миллиард. $1 миллиард? Сколько он сказал? Брат, все закончено. Господин, мы снимаемся с торгов. Наши торги завершены. Торги выиграла компания Тарос Иншаат, указав сумму в 1 миллиард. Поздравляю вас. Поздравляю. Спасибо. Я не могу поверить. Вот так вот. Берет тот, кто устанавливает цену, а не тот, кто очень хочет. Что ты будешь делать на этих участках? Я до сих пор не могу понять. Там очень красиво.